Сегодня мы с вами коснемся очень такой темы, которую в основном, я не буду сказать, что все сидящие здесь не делают. Если хотя бы один человек это делал, это уже хорошо. Кто покупает южных маток? Понимаете? А каких южных маток? Карпатка, крайненькая. Карника, да, мне кажется. Карника. Да, относится, наверное, тоже. Ну, карника это одно и то же. Но не Ну, мне кажется. но все равно она не сильно. Значит, два человека. У карников почему? Карнику покупали. Карпатку. Так, карника это другая пчела. Она отличается от и карпатки, и от крайники. У нас карники здесь не бывает. Я покупаю крайнику. Карника. Она мне больше нравится, В Германии. Крайнику я видел пчеловода в Германии 15 января было 15 градусов, 9 января было 15 градусов на улице. И пчелы большие. Я был у него на пасеке. Работающий человек, работающий, больше такого 200 сил. Как здесь показывает того человека, как он работает, его приемы все и прочее. Значит, было дело такое у нас. Речь пойдет вот о чем. Меченые матки. Как часто пчеловоды, особенно в годах, долго ищут матку, могут притаить. Бывает так. Достал матку вместе с рамкой, поставил в ящик, а потом достал и не можешь никак ее найти. Она же в стрессовом состоянии, мы ее из среды вытащили, быстро перебирается, пчелы ее перекрывает, то на одну сторону течет, то на другую сторону течет. В ящик взглядываешь, нет, в ящике ее нет. О, смотришь, где-то между планкой и сотом, она пчелы ее прикрывает, они ее прячут, она спряталась. Когда же матка находится с меткой на спинке, метка, когда ее сразу видно. Как бы она ни пряталась, она все равно мелькнет этой спинкой своей. И вот я стал интересоваться этим делом. Ну, пока было неплохое зрение, как говорится, маток находил довольно быстро. Но пришло время, не сейчас, это несколько лет назад было, я сделал несколько приспособлений для того, чтобы иметь маток. Значит, вот у меня мой волшебный латчик. Видите, как просто открывается а латчик просто открывал. Материал для меток. Купил мороженое и посмотрел, а обертка-то, вот вам материал. И желтый, и белый. Желтый по нечетным годам, а белый по четным годам. Отмаркировал маток в журнале эту метку, приклеил желтенькую и записал номера т-т-т-т-т и дату поставил. Вопросов уже нет. Правда, в последнее время, где-то года 4 или 5, я перешел на систему безроевого вывода
И когда пчелы выводят себе маток сами, но об этом у нас будет разговор в следующий раз, потому что я хотя в прошлом году и читал эту лекцию, так, но время идет, надо все переваривать. Все переваривать. Первый вопрос немца, который был у нас на Украине, они обменивались делегациями. Меня он спросил, почему на Украине такие огромные, громоздкие и тяжелые ульи. Он забыл, как они называются. Я говорю, лежаки он переводчиком была моя дочь. Вот. И мы разговаривали с ним, он удивлялся, как их переводить, как с ними работать, как вообще можно пчеловодить вот в этом настолько древнем, отсталом, неудобном, тяжелом улье, громоздком. Как это так можно? У него все 200 семей, это немало, немного, а где-то корпусов 500. Все пенополистирол. Все. И надо сказать, что я перешел к этому 12 лет назад. Мне говорили, что вы, пластмасса, это так вредно здоровью. Ой, чего так они наговорили? И вот 12 лет я пчеловожу. Ну, сегодня, завтра я не знаю как, а вот сегодня команда с плюшки пишет. Значит, ульи эти меня не погубили, а мед я не покупаю у тех, кто без этого делает. Я своим. Значит, почему я за эти ульи? Они прогрессивные, их легко обрабатывать. Берете дно, достали после девовки кипяточками чайника с содой. Вот так вот, раз. Щеточкой смахнули. Второй чайник с кипятком без соды. Еще раз вот так вот стряхнули. Подсушилось. И так сразу. Через 2 часа можно ставить. 5 сменных донев. Я держал тогда 47. И за какие-нибудь 1,5-2 часа я у всех все сменил. Потому что пока 5 этих вот работают у меня, ставлю я эти, которые встряхнул, вот так поставил, их продолжил. Я их дальше использовал. Руку подымал. А вы где берете эти ульи? Покупаете там, какие именно берете, откуда, или сами делаете, как-то льете, или из пенофлекса, из предсказуя? Да. Значит, ульи мы купили в одной организации, прочитали адрес в журнале «Пчеловодство». Это Псков. Сейчас в Казань делают эти ульи. Делают ульи улучшенные. Нижегородец. Улучшенные. Потом еще говорит, ну-ка. Делают Краснодар. и лежаки на 16 граммов пенополистирола. И делают многокорпусные. На рамку 300, на рамку 230 и на рамку 145 для этих экспозиций. Они просто не совсем дешевые получаются. Из дерева, конечно, не дешевле, но из пеноплекса, например, резать, то раз в 5 дешевле получается, чем покупать твердый Значит, я пенополистирол. вам так скажу, что есть такая поговорка: скупой платит дважды. Я эти ульи 12 лет 72 тысячи, это как сейчас как 300 тысяч
доллар сколько стоит? Если посчитать, стоит доллар. Я эти вот, ульи купил тогда, отдал 72 тысячи. Я сказал, всё. За год. Нет, ну это понятно, вы бы все равно эти деньги получили за год просто. Вы их просто не Понимаете, дополучили. в чем дело? Дискуссии Что, никуда идет. дело в том, что если вы затраты свои будете тратить только на медиа, а почему вы не имеете усталостью надрываться, снимать какой-то корпус сам весит около 10 килограммов, да там 20 килограммов, голову вперед бегут. Я согласен с этим. Ну, так он штангист, наверное, чем. Нет, так я же говорю, что я не... Послушай лучше. Давайте Лучше послушай. Значит, Старый человек потом говорит. вопросы. Значит, вернемся к мотивировке маток. Итак, это родилось не сегодня, не вчера. Вот есть книга Аветисян 71 года издания. И там этот профессор, этот ученый, пчеловод, нам предлагает вместе маток. Я подойду туда. Вот решеточка, которая прижимает матку к мягкому месту. Я изготовил такие решетки. Зима-то длинная. Изготовил, передавайте по своему ряду, вы по своему ряду. Кому лень готовить, в Китае все есть. Там в Алиэкспрессе. Значит, я изготовил их из банки из-под сгущенки. На первую ушло целый вечер, на вторую 2 часа. То есть, для чего это нужно? Вы матку кладете на мягкое место, прижимаете аккуратненько и клеточку делаете точно по ячейке сетки. Прижимаете матку слегка, она не шевелится, ничего, и на спинку ей с помощью вот такого шпателя, сделанного из английской балахи, с помощью вот этой, ставите клеем маленькую капельку клея. Она прижата, никуда не шевелится. Затем берете метку, Книжку-то. вот здесь у меня есть метки. Вот, здесь у меня есть метки. И имитация матки. Черная полоска, которая приклеена метка.
по другой, давайте. Просто с утра попали другие. Да. Что-то нет. Так, метки рассылайте. А, сюда. Хорошо. Вот. Значит, Вот, светлый. метки пересылайте что дальше. Мысль пришла такая в голову, вот это использовать от мороженого. Купил мороженое, раскрыл батюшки цветы, да ведь сам Бог выдался использовать. Как метки делают? Можно обратно. Значит, метки делаются следующим образом. Там распишем. Какая-нибудь трубочка. Экспрессия все готово. Вот такой сделал Лансон, посмотрите. Отверстие прокалываем, достаем на резинке. Вот резинка. На резинку ставим Лансон. Слегка поворачиваем. Здесь остается дырочка. А вот здесь уже находится метка, которую можно достать с помощью бластика. Доставать. Вы там смотрите. Передавайте полонсон. Можно сделать из гвоздя из чего угодно. Матрица служит жесткая резинка. На резинку кладешь, надавил, повернул, метка готова. Все. Таким образом, мы с вами очень осторожно и аккуратно с помощью сеточки Там уже говорит. Там где-то. там вот представьте, что дома я хочу обратной стороны сделать, потому что она толще. Настраиваем. Маток видите? Да. Только маркер. Прижимаем матку. У меня флажка такого. С одной стороны красная, с другой стороны зеленая, нынче зеленый цвет, который нынешнего года. Либо евростандарт. Нет, 5 цветов. На следующий год. Желательно каждый год менять. На А следующий. некоторые долго решают, не племенных много. Положили. Это Глину нашу делаю. Потом отметочку выделяю ее, послюнявил, беру метку, наклейку ставлю, снимаю, поправляю, снимаю, переворачиваю, а здесь небольшая сфера сделана. И вот этой сферой прижимаешь сверху чуть-чуть. Вогнутая, да, сфера? Вогнутый. Да. Краешки. Все понял. Вот это этого не Вот так вот я раз, этого нигде не слышал. прижал, отнял и матку в клетку. Через час можно ее выпускать. А это что делается? А я показал, вот концом делать. Не, вот сами. Сам имеет. Нет, а еще. Так, а где он? Железно вы не перенесли, которым вы резаете. Вот он, сюда. Вот он. Его из чего вы делаете? Нашел кусочек материала, проверил на наждаке, по искре показывает сталь 45-50. Можно не колить. Значит, до 2-миллиметровым сверлом посверлил сюда,
2,5 сюда, чтобы доставать было. доставать легче Крючком было. потом раз. Калить не стал, потому что твердость 45-50 стали, Да хватит. вполне хватит. Столько меток все равно не сделает. Вот. Значит, хоть 1000 делай, потому что материал-то мягкий. Ну, основой вот это вот поролончик легкий, мягкий. Еще раз. Матку достаем, прижимаем. А если на вот этой штучкой на сотах, то будет жестко, да? На сотах нельзя. Жестко будет. Нет, вам пчелы будут мешать. Да? Ну да. Сейчас у всех пчелы некому навалиться. Нет, матку. Вот, допустим, вы вывели маток, к примеру, вы вывели маток. Ну если Вот. с этих, то да, там. Вот. Желательно маток маркировать, значит, в первые дни крови из когда она выйдет из маточника. Но нет, но не забывайте такую вещь. На второй день матка может взлететь. Поэтому в комнате окошко завешиваете. А я все оставлял, пока не начнет сеять. Вот я месяц не начал, буквально второй год, да? Раньше я как-то пробовал, сейчас как бы я поголовно все, что вижу, меньше. Но я все стараюсь, чтобы уже мать работала. Но я не плотных еще ни разу не пробовал. Попалась такой заикой. А так не делаю сейчас, потому что когда надо, не найдешь. Да, вот именно не найдешь. А чем раньше, тем лучше. Особенно среди роста, она всегда находится. Она всегда находится. Она всегда убежит. Она всегда убежит. Хочешь что-то сделать. И за ней целая гирлянда идет, и повиснет, и в ящике в углу найдешь. Немецкая на глазах сеет, видел, а среди роста ни разу не видел. Даже до моря керамбит не видел. Меченого вижу на нем, а так что? Нет. Значит, диаметр 2 миллиметра, это рекомендация в литературе. Хочешь, сделай 1,5, просто может мать. Нет, больше нет. Больше не Нет. Дело в том, что когда вы больше делаете, клей все равно заходит по краям. Значит, предупреждение такое. Когда вы будете клей класть, ловите очень мало, тренировку делаете на 3 дня для пчелок, когда уже рука привыкнет, глаз привыкнет, клей, консистенцию клея вы уже установите, не больше, не меньше, а вот столько. Все отработаете, только тогда беритесь за такой серьезный миллион. Начинал метить карандашом, прометал, марки сознания. Я думал, что один взял, массу меня надо было раз она у меня и шевелится, все, она матка. Значит, нужно, если у вас матка молодая, не плотная, и 2-3 дня в комнате все занавешиваем, потому что окошко оставляешь такое место, и на окошке начинаешь свои работы. Нечаянно вырвавшись, она нахекался на свет. И вы ее тогда и держите на место. А если у вас все открыто, не догнать. Я однажды хорошую матку потерял на улице с покупной клеточки, такую пересаживал всегда. Все было хорошо. В позапрошлом году у меня качество маленько сместилось, и матча, нечего, горбатка. Я положил сот специально, я стоял, ждал целый час, на день вернул. Дура попала. Вы забыли? Берете
и клей. А клей какой? Меньше. Значит, клей, я беру клей по рекомендации из печати. Клей я беру титан. Титан, он на этиловом спирте, на питьевом спирте. Дальше. Но в клей нужно капнуть одну каплю мягкой перечной или положить листочек. Клей водится. Клей может быть густой, его разбавляют питьевым спиртом и опытным путем достигают его плотности, подбирают. Не слетает Вот. Не слетает вместе, когда бывает. Нет. Значит, вот обратите внимание, вот это мы ставим метку, а вот обратная сторона сферическая. Метку тихонечко мы уведем и прижимаем на спинку матки вот так вот, чтобы метка всей площадью коснулась. Почему сферическая? Потому что спинка у матки не плоская, а она слегка сферическая, кругленькая. Вот берешь тихонечко, прижимаешь и слегка пошевелишь. Хватит. Подержал несколько секунд, ее в клеточку. Все. На клеточку этот самый, как его, вощинку с дыркой с маленькой и в сень возвращает. Пчелы ее обнюхают, пока там сидит. Час примерно они разгрызают дырочку, чтобы ее выпустить. Все в порядке. Если вы боитесь, как бы они не поторопились, пчелы, можно в клеточку положить мед, свернувшийся, жесткий мед, севший маленький кусочек туда положить и оставить. Матка может покушать, ничего с ним не случится. Но пока время быстро идет, клей сохнет 20-30 минут, он уже закрепился, он уже высох, пчелы выпускают матку и все в порядке. Но сначала тренируйтесь на трутнях или пчелах. Пока руку не набьете, пока не подберете консистенцию клея, пока это у вас не получится уверенность в себе. Заметил пчелу в мае, в сентябре ее увидел живой. Я как бы тренировался. Смотри, ползает. Ну, собственно говоря, значит, вот пуансон вы все уже видели, в котором вырубку, в котором делают эти самые метки, вы уже все видели. Больше, чем 2 цветов не надо. Я использовал, показывал вам обертку от мороженого моста. Левая сторона, правая сторона у нее желтая, золотистая. Это такая белая. Это можно делать нечетные года, это четные года. Или как вам нравится. Ее стандарт 5 цветов, по идее, можно применить. Новогодний дождик можно использовать. Что? Новогодний дождик можно использовать. Они сейчас готовы на Алиэкспрессе любого цвета. Там можно. Нет, если говорю, что можно делать. Вот. А по сколько диаметр делать? Значит, диаметр отверстия у пуансона, у вырубки точнее, 2 миллиметра. 2,5. 2 миллиметра. 2 миллиметра. Больше не надо. Если вы больше делаете, вам нужно больше тренировать. Это опасно, потому что не кредитными, если клей попадет, матка будет погибнуть. 2. Так, все, вопросов больше нет. Есть вопросы? Значит, можно метить не вот этими метками, а кисточкой. Кисточка делается 1-1,5 миллиметра в диаметре, а клей можно брать лак для ногтей прозрачный, добавлять туда красители, вот они продаются, красные, зеленые. Есть маркера, но они стираются. Я пробую, иногда бывает.
Такие на водной основе-то? Ну, которые для пчел, да, продаются в пчеломагазинах. Стираются? Спиноплексы. Не всегда, но бывает стираются. Дальше. Старый способ такой. Вот, сам рекомендую. Взять кусочек, мелко нарезать, залить ацетоном, возьми подержать и вводить очень хороший круг, который будет эти нефти держать. Но опытные люди от этих методов отказались. Они уже властно люди берут кисточку, клей добавляют краситель, какой нужно, прижимают пчелку вот так же, а некоторые вообще не прижимают, а так держат молодые люди. Вот, допустим, мне уже сложно выходить. Лет до 40 назад я вот так держал, а тут вот мне удобнее вот так делать. Но я думаю, меньше испытать. Кажется, мне кажется, это проще. Надо только дойти. Штук 20 самых крупнее отмаркировали, а потом... А у вас в обморок они не падали? У меня вот несколько раз было так. Да, у меня тоже в обморок падает. Потом, правда, отходят, но в обморок падают. С белого карандаша по металлу в обморок падает. Нет, еще только возьмешь рукой даже. Значит, ни разу. Я пробовал сделать. Вот. Ни разу такого. У меня вот было несколько раз. Видно, такие истерички бывают. Смотря какой вы клей сменяете. Без клея я маркером, но я еще не метил, я только рукой взял ее, она сразу раз, а потом... Так там же жидкий искусственный. Нет, они есть в водной основе. Специально в пчеломагазинах продают. Еще не клеил, только собирался, она уже... Японский, она еще не клеилась, я взял руку, она уже в обморок попала. Все. Значит, чего-то... Нет, потом отошла на рамку лужишь, она... Это дело в том, что Вот эти два раза мы такие. почему-то стрессовое состояние проектируем только на человека разумного. В стрессовом состоянии может быть любое животное. Тот же муравей, да, кстати, сюда может быть в стрессовом состоянии. Стрессно? Четверть под рамки убираешь. Может, от руки. Что-то на руке. Может, все может быть. Как минимум. Так, вопросов больше нет. Согласен? Там Вопрос следующий. Шарики. Можно дальше идти? Да. Потом ты ее покрасишь, убирай не будет. А все-таки вот вопрос. Сейчас много других способов маркировки в магазине, там что-то найти. И вот тут разговор такие, что можно просто этим маркером и так далее. Какое у вас отношение? Значит, все. Маркер только не любой, она водная. Значит, все надо искать. Все надо проверять. Забыл фирму, но... Значит, я вот беру старый испытанный способ, его он уже испытанный. Ну вот считайте, 71 года учебник, а в Америке начали маркировать на 50 лет раньше. Вот маленький. Да, ну вот хорошо, я вас понял. И свое какое-то отношение к этому так скажу. В принципе, у нас люди не глупые были и могли сказать, что давайте мы сделаем клей цветной и этим клеем делать точки прямо на матке. Правильно? Вот. То есть все это, мы думаем, что мы что-то там изобрели, сейчас японские маркеры, на водной основе. Все это уже в головах было. Ну, лучше наклейку, конечно, но... Да, но вот лучше приклеить вот эту вот тоненькую пленочку, которая будет держаться не на самом хитиновом, а может быть даже на волосе, она будет это, меньше Даже не весить. Ну, это мое С мнение. небольшим весом. Так, оставим значит, ему Защиту, так сказать, метод Такую же нет, не мое. маркером. Я до вас донес Держал немножко, информацию. Этим делом давно пользуемся. Представьте Опустил, он тут же себе, ползает, мы посмотрел. до сих пор не освоили многокорпусную Минута идеальный Пошел уровень спасибо. пчеловод. Сейчас ползает. Неограниченные возможности для кислородных Не заметил. Мы сейчас так крепко в лечении состоянии. Другого в голове ничего нет.
Это как бы лучший доход, потом сразу же отсюда. Что, сейчас я вас Стоят? Знаем, Целый год им не подходит. значит, мы однажды я купил пчел для друга. А когда начали наши улицы пересаживать, то проваливаются рамки. Улья 10-12. На 50 миллиметров у них рамки. Я спрашиваю человека, а как сейчас получилось? Ну, очень просто. Ко мне пришел сосед, значит, с лучинкой отмерил, отломил, принес подводную лучинку, я это потерял. Кажись, вот так. Ну-ка, ладно, давай-ка смели. Она взяла смело. Улья 12 тренировочных было. Рамок сколько? 10 грамм? 10 граммов. Нет, 12. 10 граммов. А зимует на 8 грамм. 10 граммов. 7-8. Николай Андреевич, Спасибо, Николай Андреевич. ну, Давайте похлопаем.